Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел встречи с новым послом США и министром энергетики Турции. В Туркменистане стартовали вступительные экзамены в вузы, произведены кадровые перестановки в Хакимликах и Трапов и вилаятов Туркменистана и другие новости. Президент Туркменистана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара. В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления двусторонних отношений в энергетической сфере. Среди ключевых тем – транспортировка туркменского газа в Турцию и Европу, а также строительство электростанций на туркменском побережье Каспия. Президент Сардар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан готов продолжать сотрудничество с Турцией в энергетической сфере, опираясь на многовековые связи и взаимное доверие. Президент Сардар Бердымухамедов принял нового посла США в Туркменистане Элизабет Руд. В ходе церемонии вручения верительных грамот дипломат передала приветствие и наилучшие пожелания от президента США Джозефа Байдена, подтвердив заинтересованность своей страны в укреплении дружественных межгосударственных отношений. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворный характер межгосударственного диалога, развивающегося в политико-дипломатической сфере. Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов освободил от должностей хакимов и заместителей хакимов нескольких этрапов страны за неисполнение возложенных на них обязанностей и назначил на их места новых руководителей. Согласно указам президента, новые руководители назначены в Кахтинский и Тадженский этрапы Ахалского вилаята, Эсенгулыйский этрап Балканского вилаята, Марийский, Йолатанский и Мургабский этрапы Марийского вилаята и Чаржовский этрап Лебабского вилаята. В Туркменистане начался этап сдачи вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. В новом учебном году планируется принять 15 926 студентов, что на 303 человека больше по сравнению с прошлым годом. Из общего числа абитуриентов 15 303 человека будут приняты на программы специалитета и бакалавриата, а 623 на программу магистратуры. Представитель Туркменистана принял участие в первом мировом чемпионате по огуречному хрусту, который прошел в селе Истобинск Кировской области. За победу боролись представители 13 стран. По итогам чемпионата победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 79 децибел. В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка посольства Саудовской Аравии под названием «Две священные мечети сквозь века. Красота рукописей и их редчайшие образцы». В ходе церемонии открытия состоялись мастер-классы по каллиграфии. Для посетителей были подготовлены национальные угощения и кофе по-арабски. Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескост и гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций, сопредседатель Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамедхан Чакыев провели переговоры. Стороны обсудили подготовку к проведению очередного заседания Межправительственной комиссии. Собеседники констатировали возрастающий интерес белорусских производителей к транзитным возможностям Туркменистана. В Англии знаменитое дерево Робин Гуда начало оживать после варварской вырубки. Прошло менее года с момента, когда вандалы спилили Сикамор Гэп. Дерево, пережившее 2 мировые войны, 7 монархов и более 40 премьер-министров. Эксперты Национального фонда с радостью обнаружили признаки возрождения. Из оставшегося пня пробились 8 молодых ростков. Пока они совсем крошечные, но каждый из них потенциально может стать частью нового величественного дерева. В Объединенных Арабских Эмиратах набирает популярность необычная свадебная тенденция. Молодожены все чаще предпочитают обмениваться роскошными часами вместо традиционных обручальных колец. Эксперты полагают, что часы могут стать новым символом вечной любви в современном мире. Часы привлекают пары возможностью персонализации. Можно выбрать уникальный дизайн циферблата, материалы, инкрустацию драгоценными камнями и добавить особые гравировки. Кроме того, часы рассматриваются как инвестиция и семейная реликвия. Футбольная команда «Алтын-Тач» из Ашхабада успешно выступила на международном детском турнире «Лаола Кап 2024» в Гамбурге, завоевав 3 бронзовые медали в различных возрастных категориях. Юные спортсмены из Туркменистана продемонстрировали высокий уровень игры, соревнуясь с командами из более чем 46 стран мира. Турнир собрал около 200 команд в 5 возрастных категориях. «Алтын-Тач» был представлен 3 составами – игроками 2009, 2011 и 2013 годов рождения. 1 августа в Минске пройдет уникальное футбольное событие – несыгранный матч, посвященный памяти игроков Пахтакора, погибших в авиакатастрофе
катастрофе 45 лет назад. В матче примут участие футболисты Пахтакора состава 1979 года, не попавшие на роковой рейс, а также ветераны Минского «Динамо», которые должны были встретиться с ташкентской командой в рамках чемпионата СССР. Трагедия, произошедшая 11 августа 1979 года, унесла жизни 178 человек, включая 17 игроков и членов тренерского штаба Пахтакора. Столкновение двух самолетов Ту-134 в небе над Днепродзержинском стало одной из самых страшных катастроф в истории советского спорта. Почетными гостями памятного матча станут вдовы и дети погибших спортсменов. Вход на стадион будет свободным. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.